Здравствуйте, друзья! С вами снова заболевшая Лара Володина и наши новости. Друзья, в день стольника мы так и не собрали нужную сумму для оптовой закупки корма для всех передержек. Не хватило. Поэтому нам очень нужна ваша помощь. Пожалуйста, помогайте дособрать нужную сумму. Пожалуйста, прошу. Нельзя оставить их голодными. Янке полегчало, появился аппетит, начала есть. Лечение продолжается. В клинику приехала. Приехала. Голову мою-ка. К доктору К приехал. доктору приехала, давай. Пойдем. Все, пошли. Пойдем. Ян, ты сейчас свалишься? Все. Молодец, Ян. Зенка. Глаза круглые. Сегодня желтый, красивый. У меня, смотри. В прошлый раз розовый был, а теперь желтый. Прилетели две кошки, мама с дочкой. Весь день они мыкались в машине. Девать было некуда совсем. Итак, вот такие две девчоночки. Приехали у нас мама и дочка. Проверяю у них и чипы, и уши. Сразу все кормлю, меняю пеленки. Куда везти дальше, пока неизвестно. Лишь ближе к вечеру нашелся уголок у одной женщины с условием, что только на месяц. Очень трудно стало пристраивать якутских спасенышей. Вместе с кошками прилетела собачуля. История ее и грустная, и смешная. Когда забирали ее из ППЖ, то перепутали, видимо, с сестрой. Но не отдавать же обратно. Повезло этой девчуле тоже. Значит, будет жить. Прилетела в Москву. Счастливица. Целуешься? Ну-ка. Уши тоже хорошие. Все, ты хороший. Ты хороший. Хороший, хороший. Ой, ты мой хороший, хороший. Что на монтаж заезжайте сразу. Ну, немножко бока отъедим и будем хорошими. Да, тюнь золотой, вот какой золотой. Золотой. Девка. Девка, дай лапу. Что-нибудь еще мне даст? Ничего не даст? Ладно, потискала хоть тебя. Чуть-чуть. Легендарную счастливицу. Чудом спасенную. Случайно спасенную. По ошибке спасенную. Вместо другой спасенную. Чудеса же. Чудеса. Говорят, не родись красивым, родись счастливым. Вы часто спрашиваете о Хане. А Хане пока живет у меня, пока ее обследовали. Кровотечений нет. Вчера мы были на очередном приеме у врача. Сдали анализ мочи и подтвердили нам оксалаты. Это означает, что диета должна быть с оксалатным типом. И через месяц снова на УЗИ и снова анализ. То есть лечебный корм. С троими, конечно, гулять так, не камильфо. Кто куда тянет. Кто дуванчики понюхать, кто траву пощипать, кто писать, какать. Ханечка редко писает, один раз в день практически. Лена, передаем привет
наисвежайший. Нелегкая задача выгулить троих в черте города, где особо и негде погулять. Поэтому стараемся или по темноте, когда люди улягутся, и чтобы их не раздражать. Пошлите, пошлите, прямо. Или когда утром уже детей разведут по школам и садам. У нас здесь везде школы, сады. Поэтому по всем вот этим тропкам ходят дети, а родители раздражаются. Поэтому в черте города, конечно, с большими собаками не очень хорошо. Но сегодня я додаю антибиотик, а завтра, скорее всего, тогда, наверное, дам Браверта. Посмотрим. Хотя моя передержка утверждает, что симпарика ей лучше помогает. Давай. Ханечка, Ханя. Вон собачки маленькие на дорожке. Ой, обходим. Ой, не хватит. Да, боимся мы вас. Ну а Стив, пройдя лечение в стационаре, отправился долечиваться на платную передержку. Парень быстро восстанавливается, раны подсохли. Думаем, за лето Стив полностью обрастет и будет красавцем. А характер у него просто замечательный, сдержанный, умный, скромный и благодарный. А вдруг кто-то увидит в нем своего родного и захочет приютить? Пишите нам на WhatsApp. Так, вот какой ко мне прилетел маленький. Вот на ладошку помещается. Ой, какой сладкий. Сладкий, трехцветный. Девочка я. Девочка несчастная. Тебя спасли, тебе повезло. Заскочить в последний эшелончик. Ой, да господи. Ой. Ну, люди, ну кого кто-нибудь, ну возьмите, пожалуйста. Ну возьмите кто-нибудь такого маленького. Ой, какой золотой ребушка. Ой, ты какой маленький. Ты большой, ты маленький. Ты маленький. Ты больше не шипишь на собачку, да? Не шипишь, ты дружишь уже с собачкой?